أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, как мы ранее говорили, все, что есть на земле, все свидетельствовало пророку саллаллаху алейхи вассалям о том, что он является пророком и посланником Всевышнего Аллаха. Как-то мы приводили хадис пророка алейхи салату вассалям, где Расулуллах говорил, что каждый раз, когда я проходил мимо камней, мимо деревьев, они мне говорили: «Ассаламу алейка, я Расул Аллах», давали мне салам. Хадисы, которые приводятся имамом Муслима от Хатим ибн Исмаиля, от Аби Харзата Яакуб ибн Муджахид, ан Убадат ибн Валид ибн Убада, عن جابر بن عبد الله قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح. Мы, однажды шли вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и мы, оказались на голом пустыре. И на окраине, долины, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, уединился туда, отдалился, чтобы исполнить свою нужду. Взял, с собой воду. Значит, и ничего, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, не нашел ни одного дерева, за которым бы он мог спрятаться, укрыться для исполнения своей потребности, нужды. Неподалеку, стояли два дерева. Один с одной стороны, другой чуть подальше. Затем, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, подошел, к одному из деревьев. Держал, за ветку дерева. И потянул, эту ветку за собой. Дерево, вместе с корнями, раскрывая, разрывая, разрыхляя землю, начало, подчиняться, идти за пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Как верблюд, как идет за человеком, когда тянет. Вот так ветку, дерево потянул Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, дерево начало ходить. Остановилось рядом с другим деревом. За ними Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, исполнил свою нужду, затем велел этому дереву вернуться, это дерево, вернулось на свое место. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инкада алейя биизниллах». Это дерево, мне подчинилось с изволения Аллаха. В другом хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, который приводится у имама Ахмада, также у имама Ибн Маджаха, от Талхат ибн Нафи'a, от Анаса, قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء. Однажды, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сидел окровавленный, потому что кто-то из курайшитов в Мекке на него бросал камни. Эти камни, нанесли ему ранение на теле. И вот так, с кровью Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, печальным, однажды, сидел. ضربه بعض أهل مكة قال فقال له ما لك. Пришел, Джабраиль, алейхиссалам, и спросил у пророка, алейхиссалату вассалам: что с тобой? قال فعل بي هؤلاء وفعلوا. Вот так, со мной, поступили жители Мекки, сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Тогда Джабраиль, алейхиссалам, опечаленное, расстроенное сердце пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы как-то утешить, Джабраиль сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: не показать ли мне тебе какой-то аламат? Чудо какое-то тебе не показать? Чтобы сердце пророка, саллаллаху алейхи вассалям, утвердилось, что он является пророком, посланником Аллаха. Хоть его некоторые жители Мекки его опровергают, что он является истинным пророком, чтобы его сердце тоже успокоилось, обрадовалось. Джабраиль, алейхиссалам, сказал: не показать ли мне тебе какой-то аламат, чудо? Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: наам, да, покажи. قال فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادع تلك الشجرة فدعاها. На окраине долины стояло дерево. Джабраиль, алейхиссалам, сказал пророку, саллаллаху алейхи вассаляма: позови это дерево.
И это дерево, говорит, подчиняясь пророку, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как Расулуллах ее позвал, «Фаджаат тамши хатта камат байна ядайхи». Это дерево, говорит, начало ходить своими корнями, пока, говорит, не стало перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. «Факаля мурха фальтарджи'а». Джабраиль сказал, алейхиссалам, ты, говорит, скажи этому дереву, пусть оно возвращается на свое место. فأمرها فرجعت إلى مكانها. Расулуллах велел этому дереву, дерево вернулось на свое прежнее место. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. И затем Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал, это мне достаточно. Этот аламат мне достаточно. Этот аламат ему показал ангел Джабраиль, чтобы утешить, обрадовать сердце любимца Аллаха, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Также приводится хадис книги Ад-Далаиль от Ибн Аббаса. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي يقول أصحابك. Однажды один человек подходит к пророку, алейхиссалату вассалам, и говорит, это что, говорит, про тебя, говорит, рассказывают твои сподвижники? قال وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلاق وشجر. А вокруг посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находились стволы деревьев, находились деревья. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Халь лака ан урияка ая». Хочешь ли, говорит, ты, чтобы я тебе, говорит, показал чудо, аламат, знамение? Этот человек сказал, хочу. قال فدعا عذقا منها فأقبلت تخد الأرض ويسجد ويرفع رأسه. И когда, говорит, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, к себе, говорит, позвал одно из этих деревьев, это дерево, говорит, начало, разрывая землю, подходить к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, то совершая земной поклон, то поднимаясь. То совершая земной поклон, то поднимаясь. Вот так, говорит, это дерево подошло, говорит, к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. До тех пор, пока она не стала перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Затем Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, велел этому дереву вернуться на свое место. Это дерево, говорит, вернулось на свое место. И тогда этот Амири, он, говорит, вышел, отошел от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и этот человек кричал, «Я аля Амир ибн Са'са'а, валлахи, ла укадзибуху бишайин якулу абада». Это Амир ибн Са'са'ат, покидая пророка, он, говорит, кричал на весь голос, «О род, о тухум Амир ибн Са'са'ата, клянусь, я никогда больше не буду считать ложным все, что он говорит». Имеется в виду, что говорит пророк, алейхиссалату вассалам, никогда, говорит, это больше считать ложным, говорит, я не буду. Затем, дорогие мои братья, приводится хадис от Ибн Умара, قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. Мы, говорит, однажды вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, находились, говорит, в одном сафари, поездке. И к нам, говорит, подошел один бедуин. И когда, говорит, он приблизился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает у него, ты куда направляешься? Он, говорит, сказал, я иду, значит, к своей семье. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает у него, «Халляка иля хайрин?» Не направит ли тебя на какое-то, не направит ли тебя на благо, на хорошее? Этот человек сказал, «О, Магу, а что это хорошее, к чему ты меня хочешь направить?» Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал, «Ташхаду ан ла илаха илля Аллаху вахдаху ла шарика лах, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу». То хорошее, к чему я хочу тебя направить, чтобы ты сказал, засвидетельствовал, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, единого, у которого нету сотоварищей, и чтобы ты также свидетельствовал, что Мухаммад его раб, его посланник. Затем этот человек говорит, «Халь мин шахидин аля ма такуль?» Если, говорит, какое-то подтверждение, свидетель
подтверждающий истинность того, что ты говоришь. Расулуллах сказал, саллаллаху алейхи, когда этот человек сказал, кто может тебя подтвердить? Расулуллах, саллаллаху алейхи, сказал, это дерево меня может подтвердить. Расулуллах, саллаллаху алейхи, дерево, которое находилось там на окраине, позвал это дерево к себе. Это дерево вышло с корней и стало перед пророком, саллаллаху алейхи. Расулуллах, саллаллаху алейхи, трижды потребовал у него засвидетельствовать, и дерево трижды сказала шахадат. Ашхаду алла иляха илля ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах, сказала дерево. Затем Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, велел этому дереву вернуться. Это дерево, вернулось на свое место. Тогда, этот бедуин вернулся к своему народу и сказал, когда уходил, если, мой народ последует за мной, я, своим народом, тухумом, приду к тебе. Если же, мой народ мне не поверят, то я, сам приду к тебе, сказал этот араб, бедуин, и ушел. Хадис приводит имам Аль-Байхаки. Таких случаев было очень много, братья мои. Также в одном из хадисов упоминалось один день, когда Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, были вместе с ним асхабы. Расулуллах сидел в уединении, сидел, и вдруг, говорит, одно дерево, большое дерево, вышло, с корней, подошло, к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Трижды, обошла пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это дерево, и вернулось на место. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, فإنها استأذنت ربها أن تسلم علي فأذنها. Это дерево, говорит, попросило у Аллаха разрешения прийти ко мне, дать мне салам. Аллах, говорит, ей разрешил. Это дерево, говорит, просило Аллаха подойти ко мне и мне дать салам. Аллах, говорит, разрешил этому дереву. Поэтому, дорогие мои братья, все, что сотворено Всевышним Аллахом этой земле, и деревья, и камни, и живое, и неживое, все, что кроме грешных людей и джиннов, все свидетельствует пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, что он является пророком, посланником Всевышнего Аллаха, любимцем Аллаха. Дай Аллах нам полноценное следование и любовь за пророком, следование за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и любить его истинной большой любовью. Да пусть Аллах всех нас удостоит его шафаатом завтра, судный день. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату.